Доброго времени суток! Приветствую всех, братва! Видео, которое я покажу вам сегодня, оно настолько сильно меня удивило, даже больше, шокировало. И возможно, все те, кто не любят Хабиба, да, так называемые хейтеры, наконец-то поймут, насколько же это сложно быть непобедимым чемпионом, через что Хабибу приходится проходить каждый раз, чтобы быть номером 1 в мировом рейтинге ММА. И каждый раз он оставляет свою душу в зале, умирает на тренировке, чтобы в клетке побеждать всегда. С вами ММА Братство. И сегодня я расскажу и покажу вам, через какие же мучительные адские трудности пришлось пройти нашему дорогому чемпиону и брату Хабибу Нурмагомедову. А за мои старания буду рад, если вы меня поддержите лайком и подпиской на канал. А если вы подписываетесь на канал, тогда пожалуйста, по-братски жмите все уведомления на колокольчике, чтобы не пропускать новые свежие видео, потому что материалы я всегда делаю только качественные. Всем, кто смотрит и кушает, самого приятного аппетита, всем приятного просмотра и начинаем. Поехали! 4 марта 2017 год. Хабиба полуживого срочно увозят в ближайшую больницу в Лас-Вегасе. Из-за тяжелой весогонки у чемпиона чуть ли не отказали почки. Еле-еле Хабиба откачали. Он находился долго в больнице, а огромная аудитория хейтеров усилилась. И из бойцов только Тони Фергюсон тогда поддержал Хабиба. В жизни всякое случается. Жаль, что так получилось. Но не надо агрессировать на Хабиба. Я желаю ему скорейшего выздоровления. И давайте снова попытаемся сделать этот бой. Вот с такими словами тогда Тони поддержал Хабиба. 22 октября 2020 год. 2 дня до боя с Джастином Гейджи. Хабиб добивает последние килограммы, и просто посмотрите, через какие адские, мучительные трудности проходит Хабиб ради этого боя. И несмотря на то, что за несколько месяцев до этого Хабиб потерял своего дорогого отца Абдулманапа, он все же смог пройти через все это, преодолеть все душевные трудности. Ради отца вышел и красиво победил. И когда подняли руку Хабиба, дело сделано, все трудности прошли. 29-я победа ради папы. Но рядом больше нет главного тренера. Рядом больше нет того, кто был бы больше всех рад. И нет больше рядом любимого отца.